Глядя на эту свалку, образовавшуюся в столь живописном месте, приходит одно большое сожаление. Строительный мусор, мешки с мертвечиной, отходы и горы навоза, запах стоит жуткий. Как можно столь равнодушно относиться к родной природе и так безбожно портить окружающую среду? Административно это место относится к сельскому поселению Средние Очелуки, поэтому и вопросы руководителя Министерства природных ресурсов и экологии адресованы главе местной администрации. Ранее ему было выписано предписание об устранении свалки. Глава администрации села Магомед Паланкоев, он и обязан осуществлять контроль и уход за муниципальной собственностью, тем более, если речь идет о целых гектарах загрязненной площади. Обязан пресекать факты выброса здесь отходов, а если уже намусорено, то срочным образом ликвидировать свалку. Так в чем дело и почему местные власти относятся уж слишком пассивно к вопросу экологической безопасности? Свалка образовалась стихийно десятки лет назад. Мы с этим явлением боремся, устанавливали здесь знаки несколько раз, но эти знаки убираются посторонними людьми. В дневное время сюда никто не ездит, все это происходит в ночное время. Мы проводим соответствующую работу с населением насчет экологии, чистоты, даже с религиозной точки зрения. Духовенство, депутаты, общественность, общественный совет. Постоянно об этом только и говорим. Но находятся недобросовестные люди, бессовестные люди, которым вот лишь бы вывести этот мусор и выбросить. Именно вот такими элементами происходит вот данное явление. Саварбек Лалухоев рассказал, новость о том, что здесь в селе будет строиться мусороперерабатывающий полигон, вызвала резонанс среди местных жителей. Много выступили с обращением, в котором высказались против этого, опасаясь вредного воздействия полигона. В Минприроды рассказали, что возводиться он будет в 5 километрах от жилых домов. Да и как может оказать вред сооружение, призванное обезопасить? Если мы его не построим, у нас вот такие вот маленькие мусорные свалки превратятся в большие мусорные свалки. И они, если вы заметили, находятся уже, видите, вот на окраине. Ну, не окраине, вот дома видны, вот они. То есть находятся рядом практически жителями. Вот они видны дома. А полигон находится от отдаленности километров 5-6 километров находится. То есть полигон нам нужен, почему? Потому что, чтобы вот это все эти мусорные свалки, весь этот мусор со всего региона вот, перерабатывать на этом комплексе. По данному случаю мы сейчас соберем материал, отправим в прокуратуру. Настроением местных жителей с нами поделился сам глава администрации. Вопрос строительства полигона он также обсуждал с местными жителями. Понимает, что полигон нужен. И сам он вроде бы за, но не все так однозначно. Полигон нужен. Нужен не только вот один полигон, нужны вот несколько полигонов. Чем их больше, тем лучше. Полигон нужен, но надо исходить из того, чтобы этот полигон или мусороперерабатывающий завод, объект, какой бы он ни был, чтобы он не приносил вред людям. Если он не во вред населению, если он на благо населения, пожалуйста. Но если он приносит какой-то вред здоровью или неудобство в быту, я имею в виду, вот Средние Очелуки, они вот как бы вот на пересечении всех дорог расположены, они в центре. Кто едет со стороны Назани, Малгобека, Сунжи, проезжает через этот населенный пункт Малгобек, обратно то же самое. Транспортный коллапс. Единственная дорога, которая построена в 70-х годах, она до сих пор ни разу не капитально не ремонтировалась, она и так перегружена. И если еще добавится вот этот мусоровозный транспорт, это будет вообще катастрофа для жители, которые там проживают. А вот лучше, если мусор будет валяться вот таким образом? Нет, не лучше. Я еще раз говорю, полигон нужен. В своих жалобах жители села Средние Очелуки высказывали опасения о том, что система отведения фильтра не будет соответствующая и будет отсутствовать система отведения ливневых стоков. То есть в дождливую погоду вода из мусорного полигона и отходов будет стекать в улицы и дома. Что, конечно же, недопустимо, поэтому в Минприроде решили наглядно показать, как будет происходить процесс на примере рекультивированной свалки в Малгобеке. Так, при создании мусороперерабатывающего полигона предусмотрено строительство ряда технических сооружений. Все ливневые стоки, которые поступают на карты полигона, они стекаются вот на эти лотки и дальше уже по системе втекают в подземные заглубленные резервуары.
После этого уже откачиваются на очистные сооружения. Дальше, как мы видим, никакие загрязнения, ничего не проходит, никакие жидкости, которые идут вот на этот участок, не идут. Опять же, что касается фильтрата. Фильтрат — это жидкости, которые проходят через отходы, вот загрязненная, да, вода. У нас есть множество колодцев, которые принимают фильтрат, и дренажная система, которая отводится в подземные резервуары. Точно так же, принимая вот этот фильтрат, отводя подземные резервуары, заполняя подземный резервуар, дальше уже будет все вывозиться на очистные сооружения. То есть никакой фильтрат никуда идти не будет. Помимо этого, мы же понимаем, что у нас будет карта полигона, она гидроизолированная. То есть все, что даже будет втекать, это как ванна. То есть она переливаться не будет в любом случае. Но при этом есть и вот эта система, которая вот и отведение ливневых стоков, и фильтрата, для того, чтобы никакого загрязнения вот дальше не шло. Честно говоря, находясь здесь, трудно представить, что весь мусор, когда-то занимавший 20 гектаров земли, обратили в небытие. Да так, что не осталось и следа. Весь мусор с площади собрали в 3 больших конуса. Они заняли 7 гектаров. Оставшиеся 13 гектаров земли пригодны для жилого сектора. А на самих искусственных холмах уже думают запустить сквер и даже установить спортплощадки. На рекультивацию свалки в Малгобеке выделено 978 миллионов рублей. Инженеры просчитали каждую мелочь досконально и сделали так, чтобы в будущем никаких проблем не возникало. Адам Мережков, Султан Булгучев, Новости 24.